Вы смотрите новости. Новости в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Более 30 столичных школ работают в смешанном формате. Ждать ли подобных мер студентам вузов? Покровск и Нюрба получат по 50 миллионов рублей на благоустройство общественных пространств. Свой день рождения отметила якутская лучница Степанида Артахинова. Поздравил спортсменку президент Владимир Путин. Более 30 столичных школ работают в смешанном формате из-за превышения порогов заболеваемости коронавирусом и острыми респираторными вирусными инфекциями. 19 школ города учатся очно, а 34 школы в смешанном режиме из-за коронавируса и ОРВИ, рассказал начальник управления образования Якутска Алексей Семенов. В соцсетях и мессенджерах распространилось сообщение о том, что 17-я школа полностью переходит на дистанционную форму. В управлении образования опровергли данную информацию. Что касается высших учебных заведений, то Миноборнауки России не планирует переводить российские вузы на дистанционный формат обучения. Все вузы в новом учебном году начали работу в очном формате. Ранее министерство утвердило рекомендации подведомственным вузам, в которых посчитало целесообразным перевести на удаленное обучение студентов, не прошедших вакцинацию. Позднее министр науки и высшего образования призвал вузы обеспечить равные права привившимся и невакцинированным от COVID-19 студентам. Тем временем в Якутии началась вакцинация против гриппа. Ее проводят ежегодно осенью перед выраженным подъемом и пиком заболеваемости. По данным регионального Роспотребнадзора, в республике против гриппа по плану должны вакцинировать 580 тысяч человек. Это 60% от всего населения региона. Подробнее Ульяна Шагина. Только детей вакциной против гриппа охватят более 200 тысяч в целом по республике. В регион уже поступило 165 тысяч доз вакцины. Это первый транш. Из них 52 тысячи предназначено для детского населения. По итогам оперативного мониторинга в сентябре наблюдается рост заболеваемости ОРВИ негриппозной этиологии, что характерно для этого периода времени. Всего к эпидсезону 21-22 планируется привить 60% от населения республики, а в группах риска 75%. В группу риска входят прежде всего дети, беременные, студенты, работники медицины, образования, социальных учреждений, люди с хроническими заболеваниями и лица старше 60 лет. Вакцинация против гриппа входит в национальный календарь профилактических прививок, и для населения она проводится абсолютно бесплатно. В детской службе при поликлинике номер 1 столицы в этом году планируют привить более 20 тысяч детей от 6 месяцев и до 18 лет. Начали вакцинировать 6 сентября. Мы получили вакцину недавно и буквально за первую неделю привили уже более 1500 детей. Вакцинация проводится в нашем отделении, а также вакцинация проводится бригадами, состоящими из врача и медицинской сестры, которые проходят вакцинацию в школе, в детском дошкольном учреждении. В этом году здесь прививают вакциной Ультрикс Квадри. Она предназначена как для детского, так и взрослого населения и защищает от 4 актуальных штаммов вируса гриппа. 2 типов вируса А и 2 вирусов гриппа Б. Такой состав рекомендован в нынешнем эпидсезоне Всемирной организации здравоохранения. Сегодня мы работаем с вакциной Ультрикс Квадри. Это вакцина 6-месячного возраста, абсолютно безопасна для детей. С 6-месячного возраста до 3 лет она проводится двукратно в половинной дозе. Сначала дозу и через 4 недели вторую половиночку дозы. Старше 3 лет эта вакцинация проводится уже однократно, полной дозой. Как показывает статистика, с каждым годом желающих привиться против гриппа становится все больше. В прошлом году, к примеру, здесь выстраивалась живая очередь из детей и родителей. В этом году желающих также много. Конечно, соглашаюсь, чтобы не болеть гриппом. Ну, то есть вы не против того, да, чтобы каждый год ребенка прививали? Нет, не против. А ставят обычно где у вас? В садике ставят.
Серьезных осложнений после получения противогриппозной вакцины ни у взрослых, ни у детей также не регистрируется. У восприимчивых людей могут появиться легкие симптомы, например, слабость, как реакция на введение вакцины, которые могут присутствовать до 3 дней, или же температура не выше 38 градусов. Ульяна Шагина, Артем Алексеев, Якутск. Якутия готова к выборам. В Центре избиркоме рассказали о готовности региональной избирательной комиссии к голосованию. Ключевое внимание уделено санитарным мерам. Это в первую очередь средства индивидуальной защиты. Маску, перчатки и ручку будут выдавать каждому избирателю. На входе измерят температуру тела. На каждом участке разместят санитайзеры. На полу специальная разметка для обозначения необходимой санитарной нормы. На сегодняшний день привито более 75% состава участковых, территориальных и центральных избирательных комиссий. Однако безопасность заключается не только в медицинском плане, но и в вопросах сохранения всей избирательной документации. Для этого будет осуществлено на всех избирательных участках либо видеонаблюдение, либо фиксация видеонаблюдения. Ну и один из серьезных моментов, то, что во всех участках будут работать наши правоохранительные органы. Они приступят уже к тому, чтобы охранять всю нашу документацию с 15 числа. То есть, уважаемые товарищи, наши выборы состоятся реально, никаких нарушений не будет. Ваша задача прийти и проголосовать за достойного кандидата в депутаты Государственной Думы и за ту партию, которую вы выберете. Продолжает наш выпуск брифинг по лесным пожарам. Узнаем о количестве возгораний и как идет борьба с огненной стихией. Об этом прямо сейчас. Дмитрий Дмитриевич, доброе утро. Расскажите, пожалуйста, о лесопожарной обстановке в республике. Доброе утро. Всего на территории республики на сегодняшнее утро действует 50 пожаров. Из них тушится 15. Людей на этих пожарах работает 472, 76 единиц техники. За сутки локализовано 4 пожара, ликвидировано 16. Для тушения лесных пожаров, мониторинга обстановки и передислокации личного состава на территории республики на сутки привлекались 9 воздушных судов. Пожары тушатся в 9 районах республики. Это Татинский, Усьмайский, Чурапчинский, Усалданский, Горный, Вилюйский, Нюрбинский, Намский и Амгинский район. Приближенных и угрожающих населенным пунктам объекта экономики пожаров нет. Благодарю вас за предоставленную информацию. Это был брифинг о лесопожарной обстановке в Якутии на это утро. А мы идем далее. Покровск и Нюрба получат по 50 миллионов рублей на благоустройство общественных пространств. Проекты этих городов победили во всероссийском конкурсе лучших проектов по формированию комфортной городской среды. В Нюрбе облагородят набережную реки Вилюй, а в Покровске благоустроят бульвар. Проекты реализуют в ближайшие 2 года. Конкурс проводят по поручению президента России с 2018 года. Общий объем финансирования из федерального бюджета – 10 миллиардов рублей. Всего до 2024 года будут реализованы 560 проектов победителей в 78 регионах России. На нижних горизонтах рудника «Мир», возможно, есть запасы на десятки миллиардов долларов. Об этом сообщил Сергей Иванов, генеральный директор «Алроса», во время рабочей поездки в Удачный и Айхал. На самом большом карьере прошло специальное разведочное бурение, сделали проходку контрольно-стволовых скважин в тех местах, где будут стволы нового рудника. При исследовании трубки обсуждают и технические решения, как будут вскрывать подземные горизонты. Проектирование продолжат весь следующий год. Как мы всегда говорили, здесь просто нет никаких возможностей получить руду через 3-5 лет. То есть первая руда у нас будет в конце 20-х, в начале 30-х годов. Ну и, конечно, это серьезнейшее событие. Это даст импульс не только городу Мирный, но и всему Мирнинскому району. И дай бог нам, так сказать, правильно мобилизоваться и обеспечить все эти работы грамотными специалистами. Это тоже большой вызов для компании. Нерюнгри, один из самых зеленых городов Якутии, продолжает традицию высадки деревьев. Подробности у Тамары Игнатьевой.
Главой города Леонидом Олейником было принято принципиальное решение. За каждое вырубленное дерево предприниматель должен посадить как минимум 3 саженца, где укажет городская администрация. Объектом озеленения был выбран новый сквер, который появился в районе школы номер 2 благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды. Схема, она, значит, вот у нас накапливалась. К осени мы набрали уже достаточное количество людей, которые могли бы, значит, уже, скажем так, да, вот вернуть то, что вот они порушили. И в этот день мы провели такую вот замечательную акцию, которая, конечно же, в первую очередь является мероприятием по национальному проекту по комфортной городской среде. Вот. И, соответственно, значит, ну и решает наши задачи по озеленению города. В сквере было посажено 50 саженцев рябины, черемухи, боярышника и клена. Сажать деревья пришли целыми семьями. Приняв участие в высадке саженцев, многодетная семья Караевых внесла свой вклад в экологию города. Шли всей семьей, полным составом. Пока что 5 деревьев посадили. Ну, на этом не остановимся. Как пришли, то что надо сажать деревья тоже, чтобы природа наша дышала. Отрадно, что к посадке деревьев активно включилась и детвора, которая гуляла в сквере. Следуя примеру старших, ребята с радостью вовлекались в процесс. Мне понравилось поливать и высаживать деревья. Я бы еще хотел посадить деревья, но я их только лил. Это наш родной сквер, мы в нем гуляем, а сейчас еще будем ухаживать за деревьями. Вот мы будем смотреть, как они вырастут. Как показала практика, данная экологическая акция имеет и поучительный эффект для подрастающего поколения. Поэтому нет сомнения, что посадка деревьев для нерингринцев станет доброй семейной традицией. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерингри. В 2025 году в Якутске появится парк будущих поколений. Накануне торжественно подписали соглашение между представителями целевого фонда будущих поколений республики, а также инвестиционно-строительной фирмой «Дирекция по строительству». Стратегический проект «Парк будущих поколений республики» реализует по поручению главы Якутии Айсена Николаева. Это будет первое круглогодичное открытое пространство, учитывающее климатические особенности региона. Накануне свой день рождения отметила якутская спортсменка Степанида Артахинова. Приятным подарком стала медаль, орден за заслуги перед Отечеством первой степени. С днем рождения Степаниду поздравил Владимир Путин. Согласно указу президента, государственные награды присуждены за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Паралимпийских летних играх в городе Токио. Отмечу также блестящий успех наших атлетов в турнире смешанных команд по стрельбе из лука, где наши ребята взяли золото и бронзу. И, кстати говоря, бронзовый призер Степанида Артахинова сегодня отмечает день рождения. Поздравим ее с этим событием. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.